Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Школьная кузница Чапчелганской школы Амгинского улуса исполнилось 20 лет. И это не просто дата. Это история сельского учебного заведения, которое стало настоящим центром кузнечного мастерства и традиций всего улуса. За эти 2 десятилетия школьная кузница прошла долгий путь от первых уроков и простых изделий до создания уникальных произведений искусства, которые сейчас радуют глаз и восхищают своим мастерством. Коллектив школы, администрации села гордятся, что смогли сохранить знания и навыки, которые формировались на протяжении веков. У нас сегодня в гостях Оксана Дмитриевна Емельянова, директор Чапчелганской школы, Джулустанов Ксентьевич Юшков, глава сельского поселения Чапчелганский наследник Амгинского улуса, Роман Александрович Алексеев, председатель Ассоциации кузнецов Амгинского улуса, и Борис Сдвижков, выпускник Чапчелганской школы, мастер спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, мастер спорта Республики Саха-Якутия по национальному многоборью, двукратный чемпион Сахачо Оннюлара 2018-2023 годов, трехкратный участник игр Дыгына, тренер, преподаватель детской и юношеской спортивной школы номер 1 города Якутска. Здравствуйте. Здравствуйте. И снова очень рады приветствовать вас у нас в студии. Конечно же, первый вопрос. Как проходит подготовка к юбилею, к 20-летию? Да, 25 декабря у нас исполнилось 20 лет нашей кузницы. Мы это мероприятие, конечно, уже запланировали давно. Будем праздновать его 25 января в этом году. Приглашаем всех причастных к созданию нашей кузницы. И, конечно, у нас там будут интересные, в рамках этого юбилейного мероприятия, будут интересные конкурсы для мастеров и впервые для детей. Да, раньше, по-моему, не было, для детей конкурсов, а в этом году, благодаря тому, что мы выиграли грант главы улуса на фестивальный марафон кузнечного дела, предусмотрели там деньги на проведение конкурсов для детей, и теперь у нас вот такая возможность провести такой конкурс для детей. Подготовка идет полным ходом. Остались уже считанные дни. Да, уже буквально неделя осталась, уже практически. Волнуемся. Как все. Как все, да. Хотелось бы узнать историю. Как вообще, чья была идея организовать школьную кузницу, как там начинали в те годы, и как сейчас это все происходит? Во-первых, всем добрый вечер, уважаемые телезрители, слушатели радио Тятим. У нас в Чапчелгане кузнечное дело вообще началось с 1936 года. Это вообще практически туда. Да. В то время поселок Чапчелган входил в состав Амгинской слободы, Амги-слободы, то есть как нижняя деревня. И в 1936 году в Чапчелгане открыли Амгинскую машино-тракторную станцию, МТС, вкратце называется. И вообще в то время во многих регионах, селах вот такие вот организации, предприятия наподобие МТС, они развивались, только открывались. И вот это предприятие у нас в целом в Амге, не только в Чапчелгане, оно являлось ведущим предприятием, потому что там работали очень много работников, мастеров, и приглашались из разных городов, сел, тоже также улусов, мастера с большой буквы, которые имеют очень большой опыт в своем деле, можно сказать. И в 1938 году с Ростовской области на данное предприятие пригласили опытных мастеров, и в том числе был Каменев Алексей Николаевич, кузнец 7 разряда, который имел очень большой опыт именно в ручной ковке и по работе с производственным оборудованием, именно по кузнечному делу. И
через него прошли очень много наших местных кадров, которые у нас сейчас до сих пор проживают в Амгинском улусе. И есть также наши жители села Чапчелган, которые тоже сейчас же проживают, но некоторые уже, сейчас с нами, к сожалению, нету. Но хочу отметить то, что вот в 2022 году мы вот все вместе, да, вот сообща, администрация Улуса, вот ассоциация кузнецов, наша школа, наш наследник, вот вместе провели первую, как бы, улусное мероприятие, да, соревнования среди кузнецов. И там вот в целях увековечивания имен наших кузнецов, там были, порядка десятка наших земляков, да, вот села Чапчелган. Вот они вот родственники, как поставили очень хорошие призы, можно сказать. Каждый, допустим, вот семья Тимофеевых, там родственника Николая Петровича Пестерова, Абрама Ильича, допустим, родственники Расторгуева Иосифа Павловича и тому прочее. Вот. И такое же вот, по традиции хотим такие же конкурсы проводить и в будущем. И тоже вовлекать, увековечивать наших земляков, больших мастеров, да. Вот в этом плане, если рассказать так, из тех времен вот у нас в Амге уже вот кузнечное дело развивалось только. И вот в 2004 году, вот как отметила, вот сказала Оксана Дмитриевна, да, 25 декабря у нас была введена школьная кузница именно, да. Школьная кузница была введена по инициативе наших больших уважаемых нами людей. Это Игнатий Александрович Устинов и Михаил Викторович. Вот по их инициативе была создана вот открыта школьная кузница, и они буквально само здание этой кузницы построили именно силами жителей Чапчелгана, субботниками. И также там помогали, конечно же, в то время руководство нашего улуса и наследие тоже. И с тех пор вот в школе, да, как в кружок была введена кузнечное дело как кружок. И дети там, не только дети, да, дети это само собой школьники, да, занимались. Кроме этого, туда приходили с тех времен и жители всей Амги, нашего улуса. Всегда приходят там, обменяются опытом с Игнатием Александровичем, там, с нашими мастерами. Вот так вот. И традиции, которые вот вы уже сохранили, да, в течение стольких лет и продолжают. И еще Игнатий Александрович, дай бог, пусть будет в строю Михаила Викторовича. Вот эти вот все знания, которые они дают учащимся Чапчелганской школы. И вот сейчас я хотела бы отметить то, что это же не просто был кружок, и это не просто как бы дополнительный предмет. Ваши ученики получают категорию, корочку, они уже практически. Да, получают свидетельство кузнец ручной ковки 2 разряда. Это с 2015 года, как получили лицензию, да, на обучение. И программу профобразования у нас разработана была Игнатием Александровичем, нашим вот мастером, учителем технологии, да, и Михаилом Викторовичем. И до сих пор эта программа работает. Она очень интересная. Потом вот Роман Александрович интересно расскажет подробнее, да, очень с философией. И детям очень нравится. Они, конечно, с удовольствием ходят на уроки технологий и уроки основы кузнечного дела, да. Но свидетельство получают при выпуске в школу. 11-классники получают. Помимо еще и диплома. Они сдают экзамен. Да, то есть аттестата. Да, свидетельство. Уже с профессией да, рабочая профессия. Дуальное образование получается. Да, они очень ждут, когда это свидетельство вручат. Помимо этого еще, да, они принимают участие в конкурсах и выступают. И до этого они же еще, помните, приходили сюда на программу и показывали свои изделия, которые они готовят. Но там у Игнатия Александровича, я так понимаю, у Михаила Викторовича своя философия, с чего мы начинаем и до чего мы дойдем, да? Да. Дети, да, участники конкурсов, научно-практических конференций. Пытаемся постоянно участвовать, пытаемся занимать места, ну и занимаем, да. Насчет объекта хотела бы уточнить. Где эта вот кузница у вас находится? В самой школе? Навряд ли, да, потому что там же идет работа с огнем.
а кузница стоит отдельно. Но она при мастерской. Мастерская тоже у нас здание 60 какого-то года, да. Но там практически занимаются деревообработкой дети. У нас не только с металлом работают дети, но и деревообработкой еще занимаются. Так что, и, кстати, в конкурсах по деревообработке мы тоже участвуем, да. Дети делают чороны, КТЯ, разные изделия. Ну, в общем, интересно. В основном мальчики занимаются, конечно, этим. Ну, перейдем к философии. Да. Уже к программе обучения. Роман Александрович. Всем добрый вечер. Насчет вот программы Чапчелганской школы по кузнечному делу, лично мне вот в прошлом году довелось посчастливилось участвовать именно в экзамене, который вот Оксана Дмитриевна озвучила, да, при получении вот окорочки, выпускники сдают экзамен. И я был в составе там комиссии, участвовал как председатель Кузнецов района. И ребята сдают 2 вопроса по теории и 1 вопрос уже практически сейчас и показывают изделия. И не просто показывают, а они рассказывают, как они сделают, каким методом, виды оковки, там, виды ударов, даже все, как положено старшим кузнецам, они все это показывают. И в программе, разработанной Игнатием Александровичем, там есть очень интересная тема, да, он всегда задает ребятам, сколько стоит выпить чашку чая. Все участники, учащиеся разных школ отвечают по-разному, особенно городские отвечают там 25 рублей, сколько там они в кафе покупают. А у них по философии именно в Чапчелгане чашка чая стоит очень дорого. Это потому что сначала надо сделать печню, изготовить саму, наточить, потом асани изготовить, там лопату сделать, чтобы снег почистить, потом лед добыть. Ну, вся вот сельская быт идет вот через вот такие вот программы Игнатий Александрович, и он этим коротким вопросом он показал всю философию деревенского быта. Что дрова надо наколоть, что дрова наколоть надо, топор сделать. И когда вот ученики школу заканчивают, они проходят весь цикл, вот жизненный цикл уже подготовленный выходят. Ну, берегут орудия труда, и как наточить, как изготовить, вообще как это все использовать при жизни. Уже приученные, и надо отметить, что дети, когда обучаются, мальчики этой школы, Чапчелганской школы, все учатся как урок, не как окружок, а обязательная программа с 5 по 11. Все учатся, все, хочешь не хочешь, все проходят через это. Ну, есть там ребята, у которых нет отцов, там кто-то научит, а вот школа помогает заодно вот, получить вот такое вот образование. И вместе с кузнецами старшими они получают кузнечную философию. Как надо относиться с огнем, там ритуал провести, как уважительно надо относиться. И с 22 года, да, мы на базе школы начали уже выплавкой железа заниматься с местной руды. Ну, это же сохранение традиции нашей народа Саха, да. И уже ребята знают, как с руды выплавить железо, потом с этого железа что-то сделать. Ну, кричные ножи, иголки, там, наперстки, ножницы, батыя, батас, даже печню могут сделать. Получается то, что они практически из самых первых шагов. Как добыть, где добыть. Стоит отметить, что вы же добываете все на берегу реки Амга. Да. Весь материал. И как вот древесный уголь изготовить, там, сколько надо держать, вот это все. Ну, ребята, когда заканчивают школу, они уже подготовлены. Если захотят, они могут даже пойти кузнецы работать. Но сейчас же как-то возрождение искусства и живет, кузнечные ребята. Ну, а каждый может уже уверенно пойти с какими-то базовыми уже знаниями все начать. Ну, школьникам. А в этом плане школьникам Чапчелганской школы очень повезло. И опять же, да, вот философия, сейчас Роман Александрович рассказал, сколько стоит чашка чая.
она не стоит деньги, она стоит вот реально нашей культуры и всего, да, вот нашего быта. То есть пишня, лопата, топор, Сани. кюльке, сани вот и, да, везде железо. Ну, получается так. Ну, по верованию и вообще по традиции народа Саха, каждый балаган, ну, из древней, один кузнец для средней семьи изготавливал около 44 изделий. Для каждой семьи. Это в среднем. Ну, а зажиточные чуть-чуть больше, а сколько семей было, да, сколько металла выплавляли, а наши предки. Ну, вот эта вся философия с поколения в поколение уже передается. И, ну, еще плюс то, что и ребят вы готовите, вот сейчас Борис Движков у нас, да, мы гордимся, смотрим на вас, очень всегда волнуемся за вас, да. Борис Движков вышел тоже же со знаниями какими-то определенными и кузнечного дела. Как они повлияли на вашу жизнь? Здравствуйте. Ну, конечно, хорошо повлияли на мои... Ну, в общем, Игнат Александрович меня привел веру к природе, ну вот, тогда как обращаться с огнем и так далее. Вот. Потом, ну, я начал это 6 класса, начал заниматься кузнечным делом. У нас было это как доп. Образование, как кружок. Сперва ходили на урок технологии, потом Игнат Александрович, ну, меня позвал к себе в кузницу, тоже как кружок, и я начал сходить там 6 класса. Ну, сперва он проявлял там, сперва учил, как вот наковальня стоит, как вот кувалду держать и так далее. Вот. Да. Ну, приспосабливал к труду. Потом вот так, ну, постепенно шли. Сперва делали там эти узоры всякие, вот, которые на этих наворотах делали и так далее. Потом еще эти ледоколы. Ну, даже мы делали там несколько ледоколов. Потом там сдавали в магазин, что продали там несколько 100 рублей взять и там, ну, там... Дополнительный заработок. Ну, там молодые, там сок попить и так далее, вот. Да, дополнительный заработок был. Ну, главное, не из родительского кошелька, сами заработали, молодцы. Потом вот уже повзрослели и уже перешли на ножи, уже якутские ножи делали. Ну, я, в общем, 3 ножа сделал сам, якутских. Так, потом... Ну, они, вот эти якутские ножи, вы как-то сохранили для себя, или они ушли в историю? Может, ну, один у меня потерялся, 2 там у родителей остались, там есть. О, вот видите как. Так, еще приходили студенты с Германии, это Северо-Восточный федеральный университет, они там как обмен опытом у них там что-то было, и они приходили к нам в Чавчатганскую школу летом, и я показал им мастер-класс, как делать, ну, там, якутские ножи, в общем, как обращаться с этим кузнечным делом. Ну, Игнат Александрович меня позвал, и вот как, и так далее, вот так вот показал. Ну, думаю, там они, наверное, очень хорошо за всем этим процессом, но для них-то это вообще ново. Ну, я как спортсмен, сейчас мне это, в общем, очень сильно помогает, вот, даже вот к вере и так далее, вот, всегда вот тоже, даже к труду более, ну, все равно каждый, ну, якутский этот парень должен уметь, ну, там, работать, да, у себя в дома, все равно там сделаешь, ворота себе там сделаешь и так далее, очень много труда, поэтому как я более обучен к этому и думаю, ну, мне очень помогает это. Ну, якутские ножи надо будет, наверное, уже у родителей забрать и привезти с собой. Потому что это не все делают, я скажу. В будущем еще, наверное, сделаем. Да. Еще получше. Еще получше. Ну, сейчас, да, уже с таким опытом. Ну, Игнатий Александрович, конечно, да, огромный. Игнатий Александрович мне, ну, в общем, как второй отец, как сказать, ну, все там мне показал. Да. Вот представьте, как сейчас ему приятно будет это все слушать. Мы буквально на 4 минуты уйдем на рекламу и уже приступим дальше к нашему разговору во втором блоке передачи.
Мы продолжаем нашу беседу. И, Борис, буквально до ухода на рекламу вы рассказали, что вот такую школу отличную прошли, кузнечного дела. Игнатий Александрович вас привил. А вот как в характере это вот все есть, да? Если считаете, вы спортсмен, Но плюс... он обучил мне, как начал делать дело, надо довести до конца, вот, как обучил к этому вроде. Вот, ну это Да. самое, наверное, главное жизненное кредо, Да. да, и принцип такой, начал до конца. Цель видишь и идти до конца. Ну, как закалялась сталь, да? У нас вот прям яркий пример Борис Движков. Ну и еще отметим то, что ваша школа, да, Чепчелганская, названа именем кавалера ордена Красной Звезды Филиппа Лобанова. И буквально, да, еще отметим то, что бюст вы установили в 2021 году силами практически всего наслега. У вас большая история? Да, ну тут, наверное, уже надо поздравляю вас. В рамках 20-летнего юбилея школьной кузницы у вас пройдут конкурсы. И вот хотелось бы поподробнее узнать вот эту вот программу. По конкурсам Микрофон мы... подвинул вам? А позапрошлом году мы провели по якутским ножам, да, на испытание, на прочность и на остроту. А нынче мы решили, что... Ну, участников около 10 было. Нынче мы решили, что будут по ножам участвовать именно местные амгинские кузнецы, которые начинают только, чтобы опытные с начинающими не... Ну да, ну это честно. Ну, чтобы честно было, да, и чтобы у нас молодое поколение чуть-чуть добавилось. Ну, с первых годов нашего объединения у нас стало на 10 человек больше уже стало. Сейчас у нас 27 человек, по-моему. Ну, каждый год добавлять. И по опытным мы нынче решили провести конкурс на быстрорез, на подобие азоруба, клинке в Москве, в городе Москва проводится азоруба, там на скорость режут канат, бумагу, доски и шары. На быстрорез. Быстрорез чем? Ножом. Ну, а там ножом идет, а у нас будет абадай, это большой нож, чуть меньше катохана, батыя, да, и решили нынче конкурс сделать открытым, республиканским, чтобы другие наши коллеги, кузнецы тоже участвовали и посмотрели вместе с нами, опраздновали вот юбилей школы. И помимо по детям, по инициативе Игнатия Александровича и школы, коллектива школы, да, там вели конкурс кузнечный приемы среди детей. Ну, там как одержать клешню, агувалду использовать без огня. И помимо этого, вместе с нашими вот друзьями Якутского художественного училища решили провести конкурс рисунков среди детей, но очно-заочно открытый конкурс будет. И у нас по району начали чуть-чуть после проведения Сахалонка появляются уникальные вот экспонаты музея, ну, которые лежали в школьных музеях, некоторые, которые в частных коллекциях, и решили собрать все, что наши вот экспонаты, которые уникальны, собрать и выставить как выставку. У нас все знают, что самый уникальный экспонат лежит в школе первой школы, на музее первой школы, да, там колосс на сегодня самый большой по размеру и уникальный колосс, который нашли в нашей республике. У нас хранится, есть очень много батыя, некоторые по размерам вообще не подходят стандартам, но мы думаем, это боевые, древние, да. И в прошлом году летом у нас экспедиция работали Национальный художественный музей, и во время экспедиции очень много нашли уникальных экспонатов, которые хранятся в наследных музеях краеведческих. Вот нынче мы решили все собрать и показать всех вместе для населения. Так что будет, я думаю, интересно. А не только конкурсы, там выставки будут стоять.
Еще раз для радиослушателей и телезрителей мы уточним, что это все будет проходить 25 января в стенах Чепчелганской школы. И вот эту вот уникальную выставку можно будет увидеть там, Да. в эту дату. Это нам предложили сделать наш музей районный. И у нас с прошлого года очень сильно начали объединяться краеведы наши и музейные работники. И вот благодаря вот экспедиции Национального художественного музея мы сами ангинцы даже узнали, что у нас очень редкий и уникальный, а не только в масштабе района, а вообще на масштабе республики уникальный экспонат. Про Колыс хотела бы поподробнее узнать, где его нашли, как обнаружили, кто? Его обнаружили в 1972 году на берегу, там местность чуть-чуть забыл, там напротив села Ачакыр, а во время сенокоса, да, там Харитонов и Борисов, это работник МТС, Чепчелганский, и, ну, косилкой они что-то ударили и увидели, что это Колыс, и его перенесли в школьный музей, первой школы, потому что у нас музей был о гражданской войне районный, а краеведческий музей у нас был только в те года, по-моему, в школе. Мандарус говорит, что это очень уникальный Колыс, который, во-первых, размерами и узорами уникальный. Вот он, в те года как могли без вот такой современной кузницы наши предки сделать, выковать вот такой Колыс. Он чуть-чуть технологиям похож на японскую катану, он трехслойный, то изучили его чуть-чуть, а поверхность изучения пошло, это, кузнецы говорят, это вообще очень уникальные. Сейчас мы, когда выплавляем железо, у нас такого качества металла пока никто не получал, которые получали наши предки. Это примерно датировка, это где-то 17-16 век, говорят. Ну, анализы пока не делали, но примерно по археологическим справкам, ну, документам и по геометрии, по технологии это приходится где-то в эти века. Ну еще ножницы же нашли. Ножницы, да, ножницы нашли в местности Асырдык, Балгурского наследия. И интересно, что в прошлом году наши археологи объявили датировку, вот ножницы, вместе с ними там нашли обломки горшка, берестяной какой-то оберег, серьги, там кости или что-то, иголки нашли. И вот в прошлом году анализ сделали, и Азалия Иннокентьевна Браина нам объявила в прошлом году, в декабре, по-моему, датировку 1118 году. 1118 год. И это получается у нас культура наша уже официально как бы датируется с 19 века. А вы ее представите на выставке вот в юбилейной? Да, сами ножницы, они хранятся в музее археологии. К сожалению, сами вот ножницы у нас не будут стоять, мы можем там организовать фотовыставку вот этой ножницы. Но ножница, она вообще ассоциирует культуру народа, потому что кроет, стрижет, а красоту наводит. Так, красоту наводит тот народ, у которого очень сильно развита культура. И очень интересно, что ножницы, они предназначены для выкройки вот шелка, да? А шелк, как мы знаем, у нас в Якутии нет. Значит, получается, у нас наши предки ходили по шелковому пути и имели торгово-экономическое отношение с китайским народом, да? 1118 год, на минуточку, да? И там же иголки и сережки да, еще у вас. Сережки есть. Мы считаем, что в 12 веке наши вот предки уже разговаривали с китайским народом, уже имели торгово-экономическое отношение. Значит, у нас очень сильные были предки и очень сильно развитые.
Но стоит отметить, что вообще, да, вот Чапчелганская школа, школьные кузницы, вот это вот как дополнительный предмет, да, вы огромную сверхзадачу выполняете. Выполняете сверхзадачу по сохранению многовековой культуры. Это даже не столетие, там, не десятилетие, а многовековая культура. И вот сейчас у вас юбилей пройдет, но какая-то же все равно сверхзадача для вашей кузницы стоит. Да, конечно, стоит. Что в планах? Вот в первую очередь, давайте озвучим это в эфире. Ну, насчет кузницы, конечно, хотелось бы... Ну, сейчас в планах стоит первоочередно здание, новое здание самой кузницы. Мы хотим как бы увеличить, да, чтобы площадь тоже отвечала сегодняшним требованиям, чтобы там и школьники, ну, вообще, да, отвечало всем требованиям сейчас именно ну, на сегодняшний день. Конечно, сейчас наша кузница действующая, которая, да, она имеет меньшие квадраты, и там невозможно даже поставить, ну вот, молот, под него молот, допустим, один. Ну, вот он уже современное оборудование же, да, пневмомолот, ну, да, считается. Вот, и, конечно, ну вот всячески ищем программы, там, механизмы, по которым можно привлечь какое-то финансирование, да, чтобы построить такое новое здание. Ну, работаем в этом направлении пока. Вот дай бог, чтобы у вас все получилось, и у вас было при Чапчелганской школе построили новое здание, которое отвечает всем современным требованиям для школьной кузницы. И самое главное то, что это все для детей же. И вообще по ассоциации кузнецов мы вообще мечтаем, что вот такие кузницы были во всех сельских школах, да, и на базе вот лицензии Чапчелганской школы как бы филиально работали все наши наслега, что, ну, в каждом наслеге же, тоже дети растут, тоже должны культуру знать, и на базе вот Чапчелганской школы, да, на базе Чапчелганской школы вот именно пользуется вот этой лицензией, чтобы все амгинские, и не только все амгинские, да вообще дети сельских школ нашей Якутии хотя бы базовые знания знали бы, что и как умеют кузнецы, для чего вообще куется вот металл. Ну, еще плюс то, что вы же не только детей обучаете, у вас к вам еще и приходят там взрослые люди, я так понимаю, да, которые желают научиться кузнечному делу. Да, а не только учиться, да, я вот один момент такой поймал, когда пришел по работе в кузницу, там увидел, что ребята прямо с леса пришли там крючки выковать, ну, поправить, чтобы лес возить, да, для троса. И один раз летом я знают, куда пришел, идти. да, ну знают. А когда я пришел в кузницу один раз летом, да, я встретил местных трактористов, которые вот рога именно там сваривали и оковали. Ну, а попросили кузнеца, что он сделал для них. Ну вот, а так приходят местные жители, кто кочергу сделал, кто вот печню. Ну, для каждого села кузница очень нужна для повседневной жизни. Всегда она будет нужна, я думаю, там, потому что у нас очень суровые вот климатические условия, мы лед, все равно не каждый там пилу купит, да. Печня — это традиционный вид орудия. Сельское хозяйство без вот кузницы очень тяжело будет существовать, да. Да, вот даже сельское быт. Да, ледокол. Да. В магазине его, я извиняюсь, просто не зайдешь и не купишь в каком-то бытовом. Да. Все по заказу. Ну так получается. А наши дети сами. А вы своих детей прямо в стенах школы обучаете этому и. Да, у нас цель как бы патриотическое, во-первых, воспитание, да, и трудовое воспитание, которое сейчас очень актуально. Сейчас, как всем известно, предмет технологий стал конкретно труд называться, да. И мы всячески пытаемся тоже соответствовать этому, да, воспитанию трудовому детей и развивать. И наша цель сейчас сохранить эту программу и далее расширить, которая имеется по профобразованию.
Ну и оправдать имена героев и чемпионов, которые вышли из стен нашей школы, таких как Борис Движков, таких как Андрей Медловец, да, ребят с СВО, которые погибли, да, Солятин, Тимофеев тоже учились в нашей школе. И имя, которое носит школа, Филиппа Лобанова, да, который отдал жизнь за людей. Да. Кстати, вот хочу отметить, что Джилстан Аксентьевич его родственник прямой. Мне прямо это чесалось. А я Джилстан Аксентьевич узнала только об этом вот. Ну вот 25 декабря вы сказали, да? У нас буквально остались 10 дней. Января. И вы в декабре еще живут. В январе, 25 января. Приглашения все уже разосланы. Приглашения, да, с следующей недели будут уже направляться. И электронно, и так, да. Но мы ждем, потому что, ну, как бы 20 лет, конечно, это не такая, не 25, да, не официальная дата, но это все-таки срок, тем более для профобразования, для школьной кузницы мы считаем, что это для школьной кузницы в сельской местности. Что это сохранено, да, не отказались за эти годы школа. И благодаря вот администрации поселения и района все это у нас сохранено. Да, и, конечно, большое спасибо Ассоциации кузнецов, то, что она нас постоянно поддерживает. И всегда рядом. Да, мастер-классы мастеров, да, кузнечного дела постоянно у нас проходят. Дети в любой момент могут тоже поучаствовать и в выплавке, и в ковке, да. И Игнатий Александрович всегда зовет детей поучаствовать. Кстати, у нас прошлым летом был лагерь впервые, да, организован по кузнечному делу. Мы набрали детей. Дети обучались вот за 20 дней, да, им было интересно. Они ездили и на добычу, то есть на сбор руды, да, и, в общем, они участвовали даже вот в выплавке. И были приглашены, кстати, учащиеся школы АИГАТа, да, как экспедиция у них была такая, вот они у нас были в гостях на выплавке, им очень понравилось. Ну, на следующий год, то есть в этом году уже летом мы тоже хотим этот лагерь повторить, да, набор будет. Вот жалко, я это все только видела по фотографиям. Вот. Пригласите, я приеду. И Игнатию Александровичу огромный привет от меня. Пламенный привет, пламенный. И его философию о том, сколько стоит стакан чая, я запомню на всю жизнь. Спасибо вам огромное. И славно от души отметить 20-летие школьной кузницы Чапчелганской школы. До новых встреч. До свидания. До свидания.